В эфире программа «Новости». Расскажем о главных событиях к этому часу. С вами Василий Радченко. Здравствуйте. Меньше недели осталось до начала учебного года. Как в условиях пандемии будут вести занятия в учреждениях Якутии? Яйцо молодых кур начали производить в птицеводческой ферме села Арылах Мирнинского района. Молодежно-образовательный форум «Территория действия» завершился в первой смене лагеря имени якутского снайпера Федора Охлопкова в Тверской области. Два человека скончались от коронавируса за минувшие сутки в Якутии. По данным регионального оперативного штаба, выявлено 45 новых заболевших. Из них 21 в Якутске, 3 в Хангаласском районе, в Амгинском, Верхневилюйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском и Оленёкском районах по 2 заболевших. Единичные случаи в Алданском, Нюрбинском, Сунтарском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах. Напомним, что накануне глава региона своим указом утвердил меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции при организации образовательного процесса в республике в новом учебном году. Фактически по традиционной форме образовательный процесс начинается во всех муниципальных образованиях. В тех муниципальных образованиях, в которых по количеству учащихся не являются достаточными площади. Соответственно, будет применяться очно-заочная форма. А сама заочная или так называемая дистанционная форма может применяться только в 2 случаях. Если решением оперативного штаба Наслега района или республики в населенном пункте объявлен карантин. И может быть непосредственно исключительно дистанционная форма у класса, если в классе выявлен заболевший больной. То есть вот на сегодня такова схема, по которой пойдет обучение в наших школах. Обязательными будут являться также требования по термометрии и по как можно большему разделению потоков детей в пределах одного учебного заведения. С 1 сентября мы планируем к открытию и детские сады республики. Соответственно, с теми же правилами, которые предписывает сегодня Управление Роспотребнадзора республики. Из-за пандемии изменения претерпела система медицинских осмотров для допуска детей в дошкольные организации. Об этом сообщила главный педиатр Министерства здравоохранения Якутии Вера Ботикова. Если ребенок идет в детский сад впервые, то родителям необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства через колл-центр или регистратуру. Будет организована централизованная выдача справок о состоянии здоровья ребенка и справка об отсутствии контакта с инфекционными больными. А медицинская карта оформляется по результатам профилактических медицинских осмотров, которые будут организованы выездными врачебными бригадами в дошкольном учреждении по утвержденному графику. Также в школах и дошкольных учреждениях будет организована вакцинопрофилактика и туберкулинодиагностика. Международная арктическая школа распахнет двери для первых своих учеников 1 сентября. Отличительной особенностью учреждения станет то, что учебный процесс будет вестись на английском языке с соблюдением международных стандартов. Об особенностях отбора в спецшколу узнала Ульяна Шагина. Ученица 10 класса Полина Ноева в ряду тех счастливчиков, кто смог после жесткого отбора попасть в ряды учеников Международной арктической школы. С будущей профессией пока не определилась, но курс уже задан – биология и IT-программирование. Оба. Я не знаю, что выбрать. Надо как-то объединить это в биоинформатике или в биотехнологиях. Для таких, как Полина, которые находятся в поисках своей будущей направленности, в Международной арктической школе созданы все условия. От гармоничного развития, личностного роста и до получения образования как по российским стандартам, так и по программе международного бакалавриата, где обучение предметов будет проходить только на английском языке. Перед нами стоит очень большая ответственная задача – научить каждого ученика свободно владеть английским языком. И наши ученики 7 класса в 2023 году будут сдавать диплом международного бакалавриата. Это предполагает, что наши выпускники могут поступить в ведущие мировые вузы. Это Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Стэнфорд.
В этом году порог новой школы переступят 185 детей. Это ученики 7, 8 и 10 классов со всей республики. Сейчас здесь проходят завершающие подготовительные мероприятия. И уже 1 сентября обучение начнется в очном формате с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. Конечно, мы беспокоимся, поскольку у нас дети будут и в интернате жить, и в школе. И вирусная инфекция – это такая инфекция, от которой никто не застрахован. Поэтому мы очень жестко подходим к выполнению всех ограничений и к выполнению всех санитарных правил. Школа берет курс не только на углубленное изучение английского языка. В качестве дополнительного можно выбрать изучение европейских, восточных и родных языков. К слову, популярными среди таковых в этом году явились китайский и якутский. Что не предмет, то целая наука. Именно в этом основное отличие международной школы от общеобразовательной. Начиная от оснащения и заканчивая индивидуальным подходом к каждому. А для этого в школе созданы все условия. В основном у нас оборудование HTC. И такое оборудование позволяет, для ученика есть все доступное оборудование, чтобы заниматься в IT-сфере, то есть изучать все глобальные тренды, которые существуют в мире, от искусственного интеллекта до дополнительной реальности. Одним словом, современный специалист – это тот, кто должен уметь и знать многое. Именно гармоничному развитию ребенка с малых лет здесь будет уделено особое внимание. Ну и, конечно же, возможность поступить в престижный международный вуз, стать хорошим специалистом в области арктических проблем. Вот основные направления новой школы. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. Ветеринарная лаборатория обнаружила в почве тулагинокильдямского наслега превышение бактерий группы кишечной палочки, сообщает региональное управление Россельхознадзора. В соответствии с Санпин в почвах не допускается наличие патогенных бактерий. В случае их обнаружения почвы относятся к чрезвычайно опасным, подлежат рекультивации либо дезинфекции с последующим лабораторным контролем. Сообщается, что участок, на котором обнаружена загрязненная почва, расположен на берегу реки Лены и, соответственно, подвергается подтоплению во время весеннего половодья. По оперативным данным авиалесоохраны, на территории Якутии действует 51 природный пожар. Площадь, пройденная огнем, почти 92 тысячи гектаров, активного горения менее 140 гектаров. За сутки возникло 7, а ликвидировано 8 пожаров. С огнем боролись более 470 человек и 82 единицы техники. Сложная обстановка сохраняется на территории Кобяйского, Мирнинского, Тампонского и Усть-Алданского районов, где зарегистрировано 25 очагов природных пожаров. Между тем, МЧС сообщает об ожидаемой задымленности на территории 16 наслегов. Отсутствие осадков и усиленный северный и северо-восточный ветры могут привести к задымленности Мирнинского, Горного, Кобяйского, Тампонского и Татинского районов. К другим новостям, более 16 тысяч семей получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Якутии. Общая сумма составила почти 430 миллионов рублей. На субсидию имеют право семьи, у которых расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 15% от совокупного дохода семьи. Размер субсидии рассчитывается индивидуально, исходя из уровня дохода семьи, ее состава и условий проживания. Напомним, что эта мера принята правительством России в связи со сложившейся эпидситуацией. С апреля по 1 октября этого года субсидия предоставляется в беззаявительном порядке. А 31 августа завершается прием заявлений от участников жеребьевки, выигравших разрешение на охоту. Как сообщает Мининновации Якутии, 196 человек до сих пор не подали заявление. Это необходимо сделать на портале Госуслуг. По оставшимся невостребованным разрешениям на добычу будет проведена повторная жеребьевка для тех, кто ранее не выиграл. Ранее в Якутске 2 августа впервые прошла жеребьевка с использованием генератора случайных чисел по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов, на которые установлен лимит. Исключением являются дикие северные олени и соболи. В ходе жеребьевки было обработано почти 12 тысяч заявлений, более 1200 из которых получили положительный результат. Яйцо молодых кур начали производить в птицеводческой ферме села Арылах Мирнинского района. Работники предприятия говорят, что продукция своего рода бесценна. Почему они полезны и чем отличается яйцо молодняка, узнавала Ивана Филиппова. Этих красавиц еще в апреле привезли из города Якутска. При хорошем питании уже через 5 месяцев они начинают нести яйца. Пока молодые курочки дают мелкие яйца, но они вдвойне полезнее, чем у особей постарше, говорят работники фермы. В них содержится максимальное количество микроэлементов.
Весь тот запас, который она питательных веществ собственных, силу организма получила за первые 5 месяцев своей жизни, она сейчас вкладывает в первые яйца, которые мы видим. Поэтому в ближайшее время на прилавках магазинов уже будут появляться эти яйца. И я прям рекомендую горожанам не обходить их стороной. В период разноса очень часто курочки дают яйца и с 2 желтками. Их также запустят в торговлю. Это очень интересно для детей. То есть в одном яичке как будто 2. Уборка клеток, подача корма и сборка яиц – все автоматизировано. Поэтому для содержания цеха в 42 тысячи голов требуется всего 1 специалист. Чтобы куры неслись круглосуточно, созданы условия. Кормим 2 раза в день. Кормление у нас сейчас идет очень хорошее, все свежее. На птицеводческой ферме автоматизировали процесс маркировки. Если раньше все это приходилось делать вручную, то теперь принтер наносит маркировку за считанные секунды. Прибор заправляется экологически чистыми чернилами, которые не способны навредить продовольствию. На маркировке мы уже указываем не только категорию яйца, но и указываем производителя, акционерное общество Сахаплемобъединение. В планах предприятия автоматизировать и процесс сортировки яиц. Такие изменения позволят снизить затраты. Иванна Филиппова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Молодежно-образовательный форум «Территория действия» завершился в Тверской области. Он проходил во время первой смены в лагере имени якутского снайпера Федора Охлопкова. За мероприятием наблюдал Максим Кардозу. Сотни молодых людей со всей России приехали в Тверскую область, чтобы отдать дань памяти воинам Великой Отечественной войны. У мемориала советскому солдату торжественно завершился форум «Территория действия». Форум направлен на патриотическое воспитание молодежи, и неудивительно, что его финал состоялся в новом военно-патриотическом лагере имени Героя Советского Союза Федора Охлопкова. Здесь обучают поисковой работе волонтеров. Чем более глубоко человек связан с историей своего родного дома, семьи, села, города, всей страны, тогда этот человек устойчив, и он имеет глубокие корни, и никакой ветер навязываемых нам перемен не сможет его свернуть и забыть о том, ради чего он родился, ради чего он живет на этой земле. Лагерь имени Охлопкова располагается вблизи мест сражений Великой Отечественной войны. Здесь до сих пор ведутся поисковые работы. За 2 недели с начала открытия лагеря молодые волонтеры обнаружили 20 бойцов и 2 солдатских медальона, а также множество других артефактов. Мы щупаем землю, ищем провалы, дальше определяем, что находится в земле: кости, кожа, резина, ботинки. И тем самым мы находим много бойцов, потому что 2/3 были захоронены без касок, без лопаток, без железа. Поэтому и результат такой работы. И я считаю, что это такое, знаете, своего рода служение. Служение своей стране, своему народу. Именно благодаря самоотверженности поисковиков стали известны более 500 фамилий якутян, погибших в боях под Оржевом. И эта работа будет продолжена. Причем планируется сделать лагерь имени Охлопкова круглогодичным. Это поможет увековечить имена тех воинов, которые до сих пор покоятся в местных братских могилах. Максим Кардозу, Джур Березкин, Александр Парфенов, Тверская область. На этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.